Актуальные проблемы международных отношений, ситуация на Ближнем и Среднем Востоке и, естественно, сотрудничество между Россией и исламским миром. Темы, которые стали основой 4-го ежегодного заседания группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». По традиции, встреча начинается с приветственного послания президента страны. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного заседания группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как на двухсторонней основе, так и в рамках контактов с Организацией исламского сотрудничества. Между Россией и государствами исламского мира налажено партнерские взаимодействия в регулировании локальных конфликтов и кризисных ситуаций. Нынешняя встреча группы посвящена очень важной проблематике противодействия террористической и экстремистской идеологии, в том числе через работу с молодежью, координацию усилий в сферах образования и просвещения. Уверен, что вы обменяетесь полезным практическим опытом, наметите перспективные формы и направления совместной деятельности. Желаю вам плодотворного общения и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В заседании участвуют известные государственные деятели из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие премьер-министры, экс-министры иностранных дел, авторитетные богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других стран. Сегодня их объединяют много общих задач. Основные вопросы, которые обсуждаются на заседании: противодействие террористическим угрозам, а также правильное воспитание молодежи и их образование. Решение именно этих вопросов члены группы видят мир и сохранение стабильности в исламском мире. Чеченская республика – один из немногих регионов мира, который на себе испытал проблемы международного экстремизма и смог полностью их искоренить. И это во многом благодаря концепции духовно-нравственного воспитания молодежи, который инициировал Рамзан Кадыров. Такой опыт, конечно же, не остается без внимания. Делегацию из Чечни на заседании возглавляет председатель парламента Магомед Даудов. Он зачитал поздравительный адрес главы республики. Сегодня мы становимся свидетелями бурных процессов, которые стирают с карты мира целые государства. Меняются политические системы государств, видоизменяются военные и экономические блоки и союзы разных стран. Во всех этих процессах во главу угла поставлен экономический интерес различных государств. В Чеченскую республику под видом заботы об исламе была принесена чуждая нам идеология ваххабизма. Зерна этого псевдоислама были посеяны в голову самой неопытной, незрелой части населения. Кончилось это тем, что в Чечне прошли две ожесточенные военные кампании. Первым знамя борьбы с этой идеологией и международным терроризмом поднял первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Его призыв поддержал президент России Владимир Путин. Им поверил чеченский народ. Мы выстояли и победили в этой борьбе. Сегодня Чеченская республика – один из самых динамично развивающихся регионов России. Мы строим мирную жизнь, развиваем образование, культуру, спорт. Мы учим молодежь любить свои традиции и культуру. Учим понимать и уважать культуру и традиции других народов. Я уверен, что в будущем эти старания принесут еще больше плодов, укрепят единство народов России и защитят нас от трагедий и политических катастроф. Желаю всем участникам форума плодотворной работы. Глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Каждый делится своим видением решения актуальных проблем современности. Опыт любой из стран особенный и заслуживает внимания. Заметно, что в Российской Федерации в согласии и гармонии проживают разные религиозные и культурные этносы, проживают в стабильности, в спокойствии, обладая свободой вероисповедания. Мусульмане России, которые составляют 20% населения, мирно сосуществуют с остальной частью. Тема данной конференции – противодействие экстремизму и терроризму. Всемирная исламская лига работает над этим явлением. У нас в Королевстве Саудовской Аравии имеются специальные стратегические центры для противодействия экстремистской идеологии и терроризму, такие как Центр противодействия экстремистской идеологии
при Министерстве обороны как Международный центр для борьбы с терроризмом, также Международный центр имени короля Абдуллаха, функция которого является налаживание межрелигиозного диалога. Всемирная исламская лига проделывает большую работу в области пропаганды методологии умеренности между самими мусульманами и представителями иных конфессий ради достижения мира во всем мире. Спасибо за предоставленное мне слово и повторюсь, что я очень рад сегодня находиться здесь. Задача не только в борьбе с терроризмом. В первую очередь необходимо эффективно противостоять экстремистским идеям. Поэтому делегаты считают, что работа в идеологической и образовательной сферах требует доработки. Это такая позитивная попытка в содружестве с разными службами, ведомствами, общественными организациями найти алгоритм решения главного вопроса современности нашего глобального мира – это борьба с международным терроризмом. И в данном случае в этой борьбе краеугольным камнем является вопрос идеологии. Северный Кавказ – это сегодня самый оптимальный пример для подражания в опыте Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом для всего мира, потому что в основе своей под победоносным флагом Ахмад Хаджи Кадырова наша республика, наш чеченский народ показал, каким образом действенно, эффективно и методично можно бороться с таким страшным проявлением, как ИГИЛ. Ибо первая попытка создать ИГИЛ была здесь, на Северном Кавказе, в частности, в Чеченской республике. Участники заседания единогласно поддержали предложение о создании совместной российско-мусульманской школы будущих лидеров, которая, по их мнению, позволит не только повысить эффективность борьбы с терроризмом, но главное – подготовить людей, способных противостоять появлению и распространению радикальных идей. Мы хотим воспитать новых лидеров, подготовить, которые не просто будут бороться с экстремизмом, а не допускать этого экстремизма, не допускать терроризма. Они должны обладать такими качествами, которые они должны быть способны убеждать людей, особенно молодежь, что путь экстремистский, насильственный – это путь в никуда, это тупик, который приводит только к катастрофам. И мы должны делать это вместе. И мы сейчас обсуждаем это. Вот мы выступали уже несколько человек, особенно, понимаете, вот очень важные были выступления египетского делегата, и из Эмиратов, и казахстанского. Вот вместе с ними и с другими несколькими странами мы будем создавать такие курсы в течение 2 лет, мы так планируем, которых подготовим хотя бы 40-50 человек, таких новых лидеров. Не все они станут лидерами, но во всяком случае это будет хорошей прививкой против экстремизма на будущее, для нового поколения. Участники заседания высоко оценивают инициативы России и выражают надежду, что Москва и впредь будет играть конструктивную роль в решении проблем исламских государств. Гости выразили огромную благодарность российской стороне за гостеприимство и высокую организацию форума. Алхазур Керимов, Муслим Типаев, Адам Дудаев. Новости.